Вначале председатель Национального банка Беслан Барателли рассказал о деятельности банковской системы Абхазии в 2016 году. По данным на 1 октября текущего года основной показатель собственного капитала составил больше 820 миллионов рублей. Привлеченный ресурс доходит до 7 миллиардов, в том числе вклады физических лиц до 1 миллиарда рублей. Это говорит о том, что есть доверие, подчеркнул Беслан Барателли. У клиентов появляются средства на счетах, население становится богаче. Увеличились и сроки вкладов. 25% оставили на хранение свои сбережения на срок больше 3 лет, до 60% от года и выше. Привлеченные средства идут на кредитование экономики. Эти объемы отражаются и на объемах кредитного портфеля, пояснил Барателли. Мы видим, что за 2 года, с 1 января 2015 года по 1 октября 2016 года, за годы 9 месяцев, объем кредитного портфеля увеличился с 2 миллиардов 500 миллионов, то есть с 2,5-2,6 миллиардов рублей до 3,6-3,7 миллиардов, то есть на 1,2 миллиарда. А в процентном отношении это почти на 50%. Это говорит о том, что наши коммерческие банки в сравнении, скажем, с прошлым годом сегодня выдали кредиты на 1 200 миллионов больше. Ну и, соответственно, прокредитовали больше проектов. В обслуживании и возвращении средств тоже есть трудности. По словам Барателли, наиболее проблемными банками сегодня являются Сбербанк, у которого почти половина выданных кредитов находятся в статусе задолженности, в Гагробанке треть. Эти банки находятся в зоне убытка, но Нацбанк намерен поддерживать их. К сожалению, 2 больших банка, один из них самый большой банк, это сберегательный, который, можно сказать, системообразующий банк и государственный, находится до сих пор в зоне убытков, а второй банк, Гагробанк, в еще более сложной ситуации. В эти дни у нас проводились экстренные совещания с руководством Гагробанка в связи с тем, что без колоссальной поддержки Национального банка Республики Абхазия, как мы понимаем, он самостоятельно не справится, но мы приложим максимум усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию и для того, чтобы вывести ситуацию в лучшую сторону, и хотя бы следующий год мы уже смогли бы Гагробанк закрыть с плюсом. Банк Абхазии занимает центральное место в регулировании банковской системы страны. Одной из главных задач ставит перед собой развитие и расширение кредитного портфеля. Председатель Банка Абхазии отметил, что около 45% всех ресурсов, предоставленных населению посредством коммерческих банков, это средства Национального банка. В плане возвращения средств лучше всего ведут себя индивидуальные предприниматели. Они, как правило, возвращают деньги и вносят заем своевременно. Председатель Национального банка рассказал, на какие цели в основном берут кредиты. Это приобретение товаров, строительство, ремонт и прочее. Также Барателли отметил, что на протяжении 2 лет идет выплата субординированного кредита в размере 700 миллионов рублей. На данный момент уже выплачено порядка 316 миллионов. Остальную сумму необходимо погасить до конца 2020 года. На банковской системе находились эти ресурсы, которые нужно возвращать. Вот начиная с конца 2014 года равными долями 2 раза в год Банк Абхазии регулярно выплачивает эти средства. И на сегодняшний день, до конца 2016 года, объем выплаченных средств составит 316 миллионов 666 тысяч рублей из 700. Соответственно, останется выплатить еще 383 миллиона до 2020 года. В прошлом году по программе кредитования малого и среднего бизнеса было выдано порядка 170 миллионов из заявленных 200. Поступило 500 заявлений, из которых было одобрено 146 проектов. При этом, как отметил Барателли, ни один коммерческий банк не хотел финансировать сельское хозяйство, так как механизмы возврата средств слабо работают в этой сфере. Тем не менее, программа была реализована, и в основном все заемщики, за исключением нескольких человек, возвращают деньги в срок. В связи с тем, что у населения большие потребности в получении кредита, в этом году разработана программа на 300 миллионов рублей. Это так называемый зарплатный кредит для держателей карты АПРА. Это работники бюджетной сферы и пенсионеры. Единовременно можно получить кредит в размере 6 зарплат или пенсии. Выплата будет осуществляться в течение года. Барателли обратил внимание на то, как развивается и используется национальная платежная система. Сегодня в Абхазии около 100 банкоматов и 700 посттерминалов. К концу года количество держателей карты АПРА увеличится в разы. Сима Аргун, Алексей Агухава, Саида Агухава, Абхазское телевидение.